Та-да-дам-дам. Зайчик. Вообще. Савелий этот живот втянул. На самом деле он не знает, что это будет в фильме. Дальше у нас была Москва. Я пересек границу Беларуси с Москвой, с Россией, извиняюсь. Проблем особых не было. Посмотрели паспорты, посмотрели мой шмурдяк, посмотрели машину, сказали: проезжай, welcome to Russia. И я прямиком направился в Москву. Почему Москва? Москва стала жирной точкой в моем путешествии. То есть был Душанбе, были страны. Была Москва и были страны. Почему Москва? Потому что в Москве находится самое большое количество посольств на моем пути, в котором я должен был получить визы. В моем пути я должен был получить 30 виз. Представляете? Здесь одну визу получаешь, уже такой геморрой. А там я должен получить 30 виз. Насколько я помню, за 30 дней. За 30 дней. У меня был ровно месяц. Я должен был в день получать по визе. Это практически невозможно, но и сама кругосветка таджикская, с таджикским паспортом, с таджикскими номерами считалась невозможно. И я в это втянулся. Приехал в Москву. В Москве меня встретили наши таджики, мотобратья, наши байкеры. Они там живут уже много лет. Собрались, меня встретили. Пацаны, вам огромное спасибо. Сижу в машине, звонит Саид, говорит: Ина, ози мебе, у меня дома ози Ина мебе. Майли. Вахмекзера, звонит Джамик. Мне говорит: чё, где пацаны? Я говорю: Ина, гуфтан ози мебе. Огу телефонку ее, хуяк бина навигатор Ина, боварнак, уйдя Москве. Телефон мекном Ина, навигатор чикуфтеса. Чили чёр минут. Ина, омаде. Ду, суат, газаш, ду! Эти вот двоечники, 2 часа заставили ждать, сволочи, негодяи! Меня приютил мой друг Умет, я жил у него в Балашихе. Умет, тебе огромное спасибо за то, что месяц я тебя мучил. Вот, почему еще Москва? Потому что в Москву прилетела моя семья, я соскучился по семье, по деткам. Я знал, что я буду в Москве месяц жить, месяц бегать по визам, по консульствам, по посольствам. Поэтому я принял решение, что, наверное, лучше месяц провести с семьей. Вот, и семья, дружная компания прилетела ко мне в Москву. Привет, дети, привет. Как дела? О, детки мои приехали. Привет, детки. Всем красивое московское доброе утро. 2 месяца я уже мечтал это сделать. Пробежаться по утренней Москве, по красивым паркам, лесочкам. Мечты сбываются. Не прошло и 2 месяцев, и 18 тысяч километров. И вот она, утренняя Москва. Встречаю путешественников. Привет, Moscow never sleeps. Всем привет с кругосветного путешествия. Мы таджики 5. Крайние дни в Москве. И потихоньку подхожу ко второй части моего путешествия. Это скандинавские страны. Впереди 6 стран и, наверное, придет Исландия. Нам не удалось покататься в Каппадокии, зато удалось это сделать в Москве. Салют!
Москва оставила такой неординарный след, скажем, в моей душе. Я вам расскажу почему. Представляете, я живу в Балашихе. Ну, это, так скажем так, довольно далеко, за Садовым кольцом, довольно далеко, скажем так, от Москвы. Все посольства находятся в Садовом кольце, то есть это центр Москвы, естественно, посольство будет в центре Москвы. Мне каждое утро нужно было вставать в 7 утра, в 8 утра ехать на Садовое кольцо, через всю пробку попадать туда. Там, Как и всем людям. как и всем людям, да, как все москвичи и живут. Попадать туда, бегать от посольства к посольству, миллион встреч, интервью, документы, ля-ля, трополя. После обеда выезжать, ехать обратно со всем этим потоком, который выезжает обратно по своим домам. И вот так каждый день я терял 2 часа в пробке туда и 2 часа в пробке туда. 4 часа моей жизни в день уходило на дорогу. Я с этим не согласен. Я месяц так провел. Ребят, москвичи, извините меня, пожалуйста. Они так живут всю жизнь. Но когда я жила в Москве почти 2 года, я так говорю, что самое большое количество книг в своей жизни я прочитала в метро. Потому что моя дорога занимала 3 часа, реально. Так и есть. Это, наверное, Да, до да. того момента, когда провели интернет уже в метро. Да, вот реально люди все читали Все в с метро. книжками. Я помню те Электронные времена, книжки. когда учился, да, у всех нет, когда еще даже электронных книжек не было. Все, Да, все да. читают. Вот Карманные реально, и можно было книжки. наблюдать, знаешь, как потом постепенно из книжек превращаются уже планшеты, да, а сейчас уже все в телефонах сидят, лучше интернет есть. И сейчас, знаете, как мне нравится, есть такое выражение. Раньше в Москве, когда ты опаздываешь, ты выходишь из метро и садишься в такси. Сейчас, когда ты опаздываешь, ты выходишь из такси и садишься в метро. Есть такое, Классное да, да, сравнение. Мне так нравится, это реальная жизнь. Это парадокс. Скажу больше про Москву. В Москве у меня тоже была встреча с нашим дорогим посольством. Меня приняли как дорогого гостя. Всем доброе московское утро. Для меня оно очень доброе, потому что я нахожусь в посольстве Таджикистана в Российской Федерации, в Москве. Кусочек дома, меня приняли, очень тепло приняли, очень сильно помогают. Такую помощь оказывают, то, что, честно говоря, я не мечтал, что настолько на высоком уровне все это поднимется. Теперь я окрылен, воодушевлен и надеюсь, я пробьюсь, потому что мне нужно получать визы 18 стран. Сложно, но посольство помогает. Я пробьюсь, я в это верю. Всем привет с посольства. Здесь домом пахнет. Всем пока. Меня накормили, напоили. Плюс они уже знали, что я еду. Возможно, была директива отсюда с МИДа, и мне выдали человека, который вел мои дела по посольствам разных стран. Представляете, посольство Отличная Таджикистана в поддержка. Москве написало 30 дипломатических нот. 30, представляете, выдало мне вот такую папку дипломатических нот. В каждое посольство по одному с просьбой оказать содействие и помощь первому кругосветчику Таджикистана. Это очень помогло, потому что я ходил в посольство, показывал дипломатическую ноту. Это сильная помощь. Это не просто человек пришел, там, дайте мне там, визу, я покатаюсь. Нет, это был официальный запрос на ноту. Посольство Таджикистана в Москве, МИД в Таджикистане, огромное вам спасибо. Это мне жизнь упростило очень сильно, помогло. Плюс человек, который каждое утро мне звонил: Акифар, вот, доброе утро, куда мы сегодня едем? Я говорю: посольство Буркина-Фасо. Всем привет с Москвы. Здесь уже 4-й день. Москва встречает, как сложно. На самом деле, я сюда заехал, почему? Потому что мне нужно получить визы на 19 стран, и у меня всего на это 20 дней. Представляете, потому что дальше у меня визы горят, нужно проехать всю Европу и заезжать уже в Африку. Очень сложно, я правда не знаю, как это сделать. 19 стран все получить невозможно. Слава богу, помогает наше посольство, выдало ноты, обзванивает по посольствам, просит помощи, содействия. И вот сегодня, на 4-й день, я уже получил 2-ю визу от Буркина-Фасо. Хотел сказать огромное спасибо, потому что посольство Буркина-Фасо встретило меня очень по-доброму и за 1 день выдало визу. Причем виза стоит 4200 рублей, вместо примерно под $80. Почему-то мне дали ее бесплатно, сказали: вы делаете хорошее дело, от нас бесплатную визу. Я удивился, спасибо огромное, как-то так. Так, впереди еще у меня 18 стран.
И у многих из этих стран очень большие заморочки. Я не знаю, как все получится, но буду стараться продвигаться дальше. 19 стран, Москва, 20 дней, пробки, расстояние, офигеть, ужас. Вот так и живем. Нелегкая доля путешественника. Фар, вот когда вот человек, которого тебе представили, да, в помощь по Москве, когда ты говорил, вот он тебя спрашивал, в какое посольство едем, ты говорил, Буркина-Фасо, как он реагировал, да, вот, куда ты едешь, это как? На самом деле, когда я предоставил посольству маршрут, куда я буду ехать и какие посольства нужно писать дипломатическую ноту, они, конечно, удивлялись, как. Потому что, ну, не со всеми посольствами, скажем так, не со всеми странами у нас есть дипломатические отношения. Ну, представляете, где Таджикистан и где Республика Того в Африке. Как? Вот так, да. Я тоже Буркина-Фасо. Буркина-Фасо стала вспоминать, где эта страна. Вы не поверите, когда я попал в Буркина-Фасо, забегая вперед скажу, и когда вот я зашел на границу, они вот так: Таджикистан! Уа! Смеются, Таджикистан! Я бы с Буркина-Фасо, вот что смешно, а не Таджикистан. Такой момент был, они смеялись, никогда не слышали. Ну и таких моментов было много, в принципе. Таджикистан страна маленькая, на том конце света она, в принципе, unknown, поэтому, естественно, в Африке. Так что, по-любому, посольство, вам огромное спасибо. Еще спасибо за то, что когда господин посол сказал, у тебя столько будет виз, у тебя ехать, вот наше посольство, следующее посольство будет неизвестно где, да, где-то в Европе. Может, тебе нужен еще дополнительный паспорт? Я сказал, ну, было бы хорошо. Он тут же дал указание, и мне за 3 дня сделали загранпаспорт. Это было огромное спасибо. В Москве? Да, в Москве. Тудух, дали загранпаспорт, вручили, сказали, езжай. То есть, поддержка была от МИДа, да, от государства, я ее чувствовал спиной, я окрыленно ехал, потому что это дорогого стоит, когда поддерживает тебя государство, когда ты знаешь, что ты не один, что если что, можно обратиться. И те посольства, которые проезжал, мы остались как бы друзьями, оставили очень хорошее впечатление. Много раз мне звонило посольство из Минска, из Киева, из Москвы. Барбоджон, у тебя все в порядке, чем тебе помочь? Ты там, мы следим за тобой, что тебе нужно, что не нужно. Ребят, огромное спасибо. Знаю, прошло очень много времени. Может, я не сказал спасибо лично, потому что к вам попасть сложно. Все-таки это дипломатический круг. Но по-любому скажу в своем фильме, вам огромное спасибо, наш дорогой МИД, то, что вы беспокоитесь о путешественниках, которые находятся очень далеко от родины. Люди этого не видят, но вы свою работу делаете. Рахмат. Так вот, Фар, ты говорил, ну, затрагивали вопрос с Катей, когда было какое-то мероприятие, которое проводил Олег Харитонов, и где он представлял вас. Это же было в Москве. Это Москва. Москва, да. Был очень интересный момент сегодня в Москве, когда мы в Москве встретились 3 кругосветчика. То есть я уже был в Москве, я бегал за визами. В это время уже приезжал Олег Харитонов, это московский, российский кругосветчик, который 4 года ехал на мотоцикле вокруг земного шара, и он к этому времени как раз возвращался домой. Это было очень интересно, он проезжал через нас, через Таджикистан, мы здесь его встречали, гостили, то есть было здорово его там увидеть, и, естественно, там готовилась хорошая встреча, были журналисты, толпа. И в это время Катя тронулась с Минска и приехала в Москву. Она за день проехала там около, если не ошибаюсь, 900 или 1000 километров, чтобы попасть на эту встречу. И вот мы на этой встрече 3 кругосветчика встретились. Тепло очень, помню, встречали Олега, он плакал. Он увидел свою семью через 4 года. Когда уезжал, дети были маленькие, приехал, представляете, там сын его, он выше, чем Олег. Это была встреча Харитонова? Да, это была встреча Харитонова, и мы присутствовали, то есть мы все троем пожали друг руки, я помню, много обнимались, много говорили. Харитонов сделал мне очень интересный презент. Он подарил мне свой сувенир, то есть свой сувенир, свой оберег, который он вез 4 года вокруг земного шара. Это была его монетка, она была очень глубоко спрятана у него там где-то. Вот, он дал его мне и дал, естественно, Кате тоже. И вот эту монетку я до сих пор вожу с собой. Она прикреплена у меня в машине, стоит, возможно, оберегает до сих пор меня от всяких непонятных ситуаций. Да. Та самая правильная наклейка. Вообще не сколько она наклейка, а сколько такой символ пусть будет. Путеводная звезда. Олег, я тоже хочу. Сейчас на мой наклеен. Возможно, это одна из самых важных наклеек на машине. И пусть она мне помогает в пути. Путь имеет много смыслов. Путь, он психологический, это твой путь к себе, это путь к движению, путь преодоления. Очень много смыслов. И вот здесь вот карта мира. И дай Бог, чтобы
все вот это вот здесь увидеть, все охватить, ребята. Удачи вам. Спасибо. Спасибо за напутствие. Спасибо. Да, моно. Вот такой был интересный момент. То есть, Кстати, об Олеге, если говорить, мы его встречали в Таджикистане, я вот не забуду одну вещь. Он ехал на Памир в ноябре месяце. В ноябре месяце. И он ехал по снегам, и где-то уже наверху ему стало очень холодно, и он решил утеплиться. А у него все самое важное находилось в рюкзаке, который всегда на нем. То есть мотоцикл может упасть, улететь, все что угодно, но все паспорта, деньги, все у него на спине застегнуто здесь. То есть получается, что он переодевается, снимает рюкзак, ставит его на задний кофр, да, и переоделся, оделся, холодно, понятное дело, что не о сумке думать надо, и поехал. И Это как- я рюкзак хочу на глаза дороге закрыть, страшно упал, всего. где-то на Памире в дороге упал, он проехал километра 3-4, да, и он звонит мне и говорит: Фарис, такая ситуация, говорит, у меня упал рюкзак, я не знаю, что делать, я оставил мотоцикл, иду пешком назад, ну, потому что, ну, реально, разворачиваться по снегам на мотоцикле. Я говорю, сколько машин проезжало? Говорит, проехала, пока я ехал, проехала только одна машина, я больше не видел. Вот. Он доходит до места, где он останавливался, где переодевался, до того места нету рюкзака. Говорит, что делать? Я говорю, езжай до ближайшего поселка и спроси там. В итоге он доехал до ближайшего поселка, и ему этот рюкзак вернули, представляете? Это просто такая... Это мне самому было так приятно, да, потому что, представляете, у человека там паспорта, все, вся жизнь, деньги, карточки, все. И он доехал до ближайшего поселка, начал спрашивать, ему говорят, да-да-да, на дороге нашли, на, забирай, пожалуйста. Я очень долго анализировала, да, вот очень много путешественников говорят, вот у вас тут в Таджикистане так рады путешественникам, но мне кажется, это такая культура, тысячелетиями же ведь по нашим дорогам ходят такие вот путешественники, тысячелетиями и обязаны им, ну я не знаю, Шелковый обязаны- путь, шелковый проходит через путь, нас. да. То есть в нашем ДНК переплетено встречать путешественников, кормить путешественников, помогать этим путешественникам, поэтому вот у нас вот так вот все это. Так что Олег Таджикистан запомнил. Еще бы. Так же, как и ты, Слонов. Олежка, привет. Олег, Про слонов африканских, да, отдельная история. За тебе тоже спасибо, Олег. Ладно. Возвращаемся к пути. После 23 виз полученных, естественно, время мне уже гнало вперед, потому что нужно было двигаться, нужно было ехать, а ехать нужно было уже в Прибалтику. То есть я попрощался с семьей, были слезы, было грустно, но что теперь делать? Ехать было нужно. И я направил колеса своего автомобиля прямо в Латвию. Латвия, да здравствует Европа. Интересная страна. Скажу, интересный момент такой. На границе проблем вообще не было, потому что у меня, в принципе, были визы. Была открытая виза шенгенская, я въезжал в еврозону, то есть все было красиво, хорошо. Но очень сильно поменялась картинка. Представляете, Москва, Московская область, граница, Россия. Только проходишь границу, она сколько? Километр, я не знаю, там граница. И все меняется, абсолютно меняется. Удивительным образом. Леса, Все другие... стало медленней? Все стало красивей. Красивей. Это тоже стереотип, да, преподавал? Все стало красивее. Не, медленно ничего не стало, это стереотип. «93-й день путешествия «Мы таджики 5». Привет с Финского залива. Всем салам алейкум. То есть я вот сразу понял, что я попал в Европу, в чистую, ухоженную Европу. Это удивительный метаморфоза, потому что ощущение, что есть каждый листок, каждый лепесток как будто помыли рукой. То есть зеленое. Я не знаю, как это делается, но вот такое вот отношение к лесам, отношение к экологии, к природе в Европе, оно чуть другое, скажем так. Поэтому это было удивление, ехал, удивлялся, вот это да. И когда я попал в Ригу, я никогда не был в Риге. Всегда мечтал попасть в Ригу, потому что Рига, я не очень много слышал, а в свое время, когда был Советский Союз, скажем так, о Риге многие говорили. Был мотоцикл Рига, мопед Рига, если помните.
были очень вкусные консервы рижские, были торты рижские. Очень много вот сейчас Риги приходило к нам, поэтому я с детства наслышан о Риге, я поехал в Ригу. В Риге меня встретили мотоциклисты. Везде встречают мотоциклисты, молодцы, байкеры. У нас такое Братство, да? все друг помогаем. Мы здесь тоже помогаем очень много байкерам, кто приезжает. Мотоциклисты встретили, показали город с лучшей стороны. Этот старый город Риги, это вообще сказка, эти ратуши. То есть Европа, мостовые усеяны булыжниками. То есть идешь, такой кайф, все спокойно, нет московской суеты. Все так хорошо, мне так в Риге понравилось. Маленький город, небольшой, весь домики в черепицах, это такая красотища. Старый город. А если в сравнении, да, вот помнишь, когда мы были в Восточной Европе, в Метаджике 2, мы попали в Словению. Да, и это нам показалось вот все-таки больше Советский Союз, да, то есть помню, что постройки были советские, да, в принципе, там было чисто, я не помню, что там было грязно, Чисто. но все же вот, если сравнить Латвию и Словению, то есть, кто более советский, Словения или Латвия? Латвия, конечно, в Словении была великолепная природа. Да. Зеленые леса. Ты реки. лишь про дороги, когда мы поехали через Альпы, Альпы, да. славянские Но Альпы. я имею в виду именно вот, строительство, кто более ушел в современность, все-таки Латвия или Словения? Ну, сложно сказать. Или так же, или это примерно то же самое? Я так думаю, что примерно то же самое, потому что тогда Советский Союз был очень мощный, очень много помогал разным странам, республикам, и я думаю, что инженера строили одни и те же типовые здания и там, и там, и там. Абсолютно. Ты не поверишь, я такие же здания советского типа я видел в Южной Америке. Это удивительно, заезжаешь в Эквадор, я смотрю, наши девятиэтажки, наши пятиэтажки, все один в один. И Зашел твоя квартира, да? еще и наши машины. Вторая строительная, дом 2. Ну, не так, а машины наши, вазы, вот все эти, все было там. Я говорю, как так? Оказывается, Советский Союз помогал в Южной Америке очень многим странам. Очень многим странам. Ну, Чад, Чили, все это Советский Союз. да. Ну так что следы Советского Союза я очень много видел. Ну, была мощь, это была мощь. Вот так. Рига. Рига. Что делают путешественники в Ригу, когда проезжают ее и едут дальше? Они там закупаются. Почему? Потому что Латвия, она, скажем так, более-менее дешевая по соотношению следующей Финляндии и следующей Норвегии. Люди, которые едут в Норвегию и Финляндию, они закупаются просто всем в Латвии, затаривают свои кофры, мотоциклы, в моем случае это багажник машины. Мы пошли с моим другом мотоциклистом, закупили все на свете, потому что дальше такие были цены. Ой-ой-ой. Даже для европейца путешествовать по Финляндии и по Норвегии очень сильно бьет по карману. Меня предупредили, я читал об этом в интернете, я знал, поэтому закупился, купил на месяц вперед, у меня была куча консерв, а Рига славится своими рыбоперерабатывающими заводами. Вот такие консервы, вкуснятина. Я ехал, забегу вперед, проехал через Таллин, поехал через Хельсинки, заехал в Норвегию, проехал всю Норвегию, спустился через Швецию в Германию, и у меня консервы до сих пор не кончились. Я пол Европы питался консервами, рижскими консервами. Рига. Причем рижские консервы самые лучшие, да? Самые вкусные. Москва была ресурсной, а Рига была такой Я тебе- щедрой матушкой. Я тебе да. больше скажу, живя сейчас в Америке, есть такие магазины, ну, называются World Food Market, да, там, где Все народы. представлены да, продукты со всех стран мира. И там прям есть линия, где, знаешь, что-то украинское, российское, все остальное. И там отдельное место, да, знаешь, рижские шпроты, да, все. То есть, в принципе, в Америке Вот можно так. себя чувствовать как дома, да, просто взяв шпротов. Ну, примерно так, то есть Рига, ну, я не был долго в Риге, я там, по-моему, провел всего лишь пару дней, потому что уже была цель, а цель у меня была Норвегия, Нордкап, это такая, забегу вперед еще раз, скажу, что есть много точек таких, скажем так, очень сакральных для путешественников, где каждый путешественник должен побывать. Одно из таких мест, это край земли, называется Нордкап, это самый северный мыс материка, и вот туда едут все туристы, чтобы именно там побыть, возможно, получить какие-то ответы на какие-то вопросы, ну или просто сделать пару фотографий и уезжать обратно. Такой же есть мыс, находится в Португалии, называется Капа-де-Роко, то есть то же самое, скажем так, крайняя часть материка. По всем материкам есть такие моменты, и вот я был наслышан о Нордкапе, и у меня была одна из мечт попасть туда. Я через пару дней собрался, походил естественно, по старому городу, поел вкусной рижской еды, у них очень интересная еда
национальное, это бобы. То есть каша из бобов, по-нашему лубье, да, правильно? Из бобов и горохов, очень такая с перчинкой, интересная вещь. Причем я с моим другом, я ел национальную еду, а он ел что-то такое чикинское, что-то такое макдональдское. Ну, было вкусно, интересно. Вот, я почувствовал дуновение рижское, спокойное, классное, историческое, и двинул дальше. Дальше я уже не остановился, просто проехал границу, уехал, у меня цель была уже Таллин. Почему Таллин? Потому что это порт отправки в Финляндию. Дальше Финляндия. Фар, вот пока ты вот затронул одну Норвегию, да, вот я не знаю, насколько это как бы, опять же, в рамках твоего путешествия, вопрос просто у меня. Ты знаешь, оказывается, тебя смотрят очень многие. Я был в гостях у своих родственников, которые, я бы сказал бы, они более такие национальная семья, да, которые, ну, как бы никогда не думали о путешествиях. Но они мне говорят, вот у твоего друга Фархода, вот он сделал автобус для путешествий, там туда-сюда, да, там, вот. Говорит, а он куда собирается, да, то есть это вообще вопрос не относящийся, может быть, это и вырежется, да, но все же, да, вот люди спрашивают меня о том, что для чего ты это сделал. Я помню, что ты когда-то собирался, тебя так затронула Норвегия, это, наверное, будет в будущем, да, но я, насколько я помню, ты готовил свой дом на колесах для Норвегии. В общем, да или нет? Секреты рассказываем. Спойлер. Спойлер. Да, на самом деле,
очень забегу вперед. Когда я ехал в середине путешествия, я понял, что путешествовать одному есть и плюсы, но есть огромные минусы. Одиночество, она тебя съедает, просто съедает. Поэтому, когда я приезжал, например, на берег какого-нибудь океана, да, вот сидел один, смотрел на океан, да, красиво, да, пляж, да, пальмы, да, волны. Ну, Мне не хватало человеку, который сказал, посмотри, как красиво, потому что эти закаты, эти рассветы, это невозможно всегда, да. одному съесть, переварить и не поделиться. Я старался с вами делиться, фотографии делал на телефончике, на камеру. Не передаст ни одна камера вот этого ощущения, нет. А еще рядом какой-нибудь приезжал кемпер какой-нибудь, из него выбегали дети, собачки, вся семья устраивалась Сердце и щемило. смотрела на закат. Я просто плакал, не то щемил, я плакал. Поэтому я уже в середине пути, я знал, что я приду домой и построю первый кемпер таджикский на колесах, домик на колесах. Он готов, возможно, вы уже видели его, он готов. И почему я его построил? Я хотел показать семье самые лучшие страны мира. И одна из лучших стран мира, это была Норвегия. Таллин. Я стремился просто попасть в Норвегию, поэтому пролетал все эти территории, приехал в Таллин, не отдыхая, тут же рванул в порт. До этого я уже купил по интернету билеты в паром, то есть меня уже ждали. Я знал уже, где мне нужно будет грузиться. Заехал в огроменный порт, Это нужно красивейший. же ведь было машину и... Да, ну что, у меня очень много будет переправ, очень много, это была очередная переправа, очень много было паромов, то есть я уже знал, как это работает, что это нужно. Заезжаешь в порт, загружаешься на огромный корабль многоуровневый, причем ждешь, сначала заезжают поезда, потом открывается палуба, заезжают машины грузовые, потом палуба открывается, заезжают легковые машины, представляете, это зрелище, потом наверху заезжают мотоциклы и потом запускают Я людей. помню, как я переживала. Был момент, когда ваш мотоцикл переезжал... Машина. Нет, Мотоцикл? мотоцикл переезжал океан, Атлантику, наверное, да? И вы его отправляли, говорили, вот, прощай, я тебя потом там встречу. Это мотоцикл был, да? Нет, Атлантическая это машина. Это машина, когда машина была, атлантическая. Мы да, мотоциклы мы северную- переправляли с Фурисом через Каспийское море, это было в проекте «Мы таджики 1». Тогда был паром, были мотоциклы. Где были проблемы, вот мы таджики 5 у тебя. Ну, а что теперь делать? А Атлантика это все-таки машина. Это машина, да. Ты отправляешь машину, Но я переживала. ты с ней прощаешься. Приедет она или нет? Почему прощаешься? Потому что маленькие переправы, ты находишься на этом же корабле с машиной. Огромные переправы пассажиров не берут. Это грузовые корабли. Ставишь машину, или заезжает она в контейнер, или ставится, есть такая тема, ро-ро называется. Оставляешь на палубе открытой, отдаешь ключи, они сами твою машину передвигают. То есть летишь на ту сторону, и там встречаешь, и целый месяц ждешь, и гадаешь, приплывет ли твоя машина, или не приплывет. А если приплывет, то в каком состоянии? Целая или не целая, да. Один раз там приплыл не целая, с разбитыми стеклами и с ограбленными внутри вещами. Да, Не без я этого, серию. не без этого. Так что Таллин, загрузил я свою машину в паром, сам на него сел, и вот мы отходим от Таллина и направляемся в Финляндию, в Хельсинки. Никогда не был в Финляндии, и забегая вперед, я вам скажу, это одна из самых красивых стран в моем путешествии. Но об этом я расскажу позже. Па-бам!